тебе чекаем. Приди, так як нового дня світло, вічам приди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. Приди, тебе чекаем. Приди, так як нового дня світло, вічам приди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Задумай сердце его на распокоение поколения, как уратовать от смерти души и живить их участь голоду. Читаем шаватынное про найсвятейшее сердце Пана Иисуса с нагоду первой пятницы мы переживаем, так само с нагоды того, что завтра отбудется интронизация, czyli посвящение нас усих, нашей архидиецезии, найсвятейшему сердцу Пана Иисуса, кому на ново Бога поставили в нашем житии на первое место, как мы доверили наше сердце Его сердцу Иисуса Христа и просили Иисуса Христа, учини наше сердце подобным до Твоего сердца. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем сласти эту наисвятейшую охвяту. Spowiadaемся Богу всемогущему, и вам, браты и сестры, что спрашиваю я верни, думаю слова, ушибкам и залипанием. Моя вина, моя вельми великая вина, тому прошу наисвятейшую, за все Ивану Марию, усих ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. И хай смилуется над нами Бог всемогущий, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Пане наш Боже, одари нас усими цнотами сердца Твоего Сына и запали Его любовью, как мы стали подобными на Его, и отрывали делу вечным откуплении, распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владамит в едности Духа Святого, Бог разу все веки вечные. Аминь. Читание книги пророка Амоса. Послухайте гэта вы, што уціскаеце убогага і даводзіце да найвейшых беднага. Вы, якія кажаце, калі мне час маладзіка, каб мы маглі прадаваць хлеб, і субота, каб маглі адчыніць засекі, паменшыць меру, павялічыць цану сітля і ашукваць няправільнымі вагамі, каб купляць бедных за срэбра і убогіх за пару абутку, и высевки збожа продавать. И в той день, каже Пан Бог, учиню заход солнца о полдні, и затемню землю сярод ясного дня, перетвору святковані ваши у суд, и все песни ваши у ляма, и складу на все стёгны рызи и плехи на кожную голову, и учиню плащ, як по родинном сыне, и конец той пути, и горький день. Вось настаю дни, каже Пан Бог, коли я спошлю на землю голод, не голод хлеба, не праву воды, а праву почуть слово Пана, и будут ходить от мора до мора, и блукать от полночи до всходу, шукаючи слово Пана, и не знойдуть его. Это слово Божие. Дякуем Пану Богу. Будет жить человек
тих, хто заховує звичаї Бога і шукає Його усім серцем. Усіх своїм серцем я Тебе шукаю, не дай мне отвести от Твоих заповедей. Будешь жить, человек, словом вкусном Божьим. Немогает душа моя от жадания присудов Твоих укожный час. Я выбрал шлях правды, поставив перед собой Твои присуды. Будешь жить, человек, словом вкусном Божьим. Пусть я прагну Твоих наказов, дай мне житье подобное Твоей справедливости. Открывай устны мои и вздыхаю, бо прагну заповедям Твоим. Будешь жить, человек, словом вкусном Божьим. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Придите ко мне все страдания и обтяжелые, и я успокою вас, скажем вам. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія Павла для Матвія. У той час, коли Єсус проходив, убачив чоловіка, який сидів на митні по імені Матвій, і сказав йому: «Іди за мною». Ён устав і пішов за ним. І коли Єсус сидів за столом у домі шматників і грешників, прийшло і сіла за стол з ним і учнями Його. Убачивши это, фарисеи сказали учням Его: «Чему наставник ваш есть и пье разом с мытниками и грешниками?» Иисус же, почувши это, сказал им: «Не здоровым потребный лекарь, але хворым. Пойдите, научитесь, что значит милосердности хочу, а не хвали. Бо я не пришел кликать праведников, але грешников». Гэта слово Пана. Слава Тебе, Христе. Послухайте, это вы, что утискаете убогих или заставляете бить бедных. Слово пророка Амоса, а когда я уже рассказал, что пророк Амос был пророком, якого Пан Бог покликал. Позднее пророк Эзекиэль, Эздраш и еще несколько пророков будут опираться на этих словах, которые записаны у книги Амоса. Навіть у книге пророка Амоса цитат знайдется у деяниях апостольских, так само будет уживать апостол, евангелиста Лука, цитуючи пророка Амоса, показуючи, яким з'являється Бог. І сьогодні ми чуємо, що пророк Амос говорить, як ми менш утискали убогих. Хто такі убогі? Хто тебе сказав, не знає, хто такі убогі. Але так само є у нашому житті сфера, яка убогая, которую мы меньше трожимся, может, этой сфере является наша духовность, наше быть добрым для другого человека, наше умение пробачать тому, кто завинил против нас,
это так само з'являється наша любовь, бо безрадність. Чоловік у Богі, він так само безрадний. Але він свою раду у кого шукає? Ну, у тих, хто проходить, витягує руку. Czyli наша такая духовная бедность повинна вытянуть руку друг другу до кого? До Пана Бога. И просить, Пане Боже, дай. Может, не эту копейку, не эту рубль, не этот дар, а дай мне, как я мог преодолеть этот страх, дай мне отвагу, как я умел пробачить, дай мне то, что, как я не крылья другого человека, заберет меня, может, эту эпоху, а дай мне тушки больше покоры, как я был покорным. Вы, якія кажете, коли менее час молодика, как мы могли продавать хлеб в субботу. Что такое суббота? Ну, памятаем шаббат. Суббота – час, как не pracować, а как мы могли продавать хлеб. Это пророк Амос показывает на то, как человек отошел от права Божьего, накеровуя. А чи сьогодні це слово не тичиться нас? Які ми подходили от права Божьего? Пам'ятаю свого дитинства. Попробуй только у неделю возьми, побачити звичайну Ігову, коли ж ти приготовляєшся до костюла, коли стіни святую, і ти побачив, що в тебе дірка з'явилася десь там, коли шпана. Ні, треба було зробити в суботу. Треба було в суботу взяти дядьку, а де теж відкрити. А сьогодні чоловік трактує неділю як звичайний день, який може справдитися, може забути про Пана Бога, дійсно відтягнути від Пана Бога, відтягнути від Божих заповідей. Один день Бог нам наказує, забороняє щось робити, а в другий день себе найбільше праці беремо, найбільше складаємо обов'язків і так далі, і так далі. І себе тлумачимо, не розуміємо часу. Може, справді немає часу. Може, так справді час у нас дійсно не вистачає. Хтось сказав мені утро, даже как Бог створил у день 48 в один день. Нам это не хватало часу. Как будто их не было 10 дней и 2 дня свободного. Сказали, что не хватает часу. Да, не хватает часу. Собранный человек умеет себе выплачивать. И тут есть пророк говорит, что вы кажете, себе оправдываете, как вы могли отчинить засеки, поменьшить меру, увеличить цену. И все для этого есть суббота. Как вы могли направить то, что вы взломали, когда есть субботу, нам Бог дал для этого субботу. Как вы могли сделать это якийсь способ? А это говорится. И у той день, каже пророк, учиню заход солнца, а полдни и затемню землю сирот ясного дня. Это знак Божий, что Бог показывает за каждым разом, когда бывает здесь затмение. Человек это тумачит себе вот такой способ, что здесь луна сошлась, но когда здесь затмения не было, после спаления света, не было, что солнце затменялось луною. Бог просто показывает свою мощь и силу, что о полдни з'является и луна, и солнце. И мы это бачим. А мы еще не тлумачим, что это физически. Человек все может науково витлумачить. А над этим все не Бог. Про это человек забывает. Что это Бог керует солнцем, и луной, и землей. И усилий, что есть в общем свете. И берет на себе, как что даем тот человек я. И тут далее читаем ученю заход солнца о полдни и затемню землю сирот ясного дня. Перетвору святкования ваши усу и усе песни ваши уляну и складу на все стягны, которые будут вас прибивать, прикликать, прислучать и так далее, и так далее. И ученю плач, як по одиному сыне, и конец той буде, як горький конец. Вельми доброе слово, то, что ты сказал бы, пусть Амос, пророк, страшит человека. Он не страшит. Он говорит то, что Бог говорит. Когда отчиним Святое Писание, и будем мы его читать, там вы видите, что мы читаем?
Бог так само буде звертатися такими самими словами. Да? Ні одного пророка. До Давіда короля буде звертатися. А ведь с потомства з роду Давида народился Спаситель. И помню, что Давид доведался, что Бог против так. Давид снял себе верхнее одеяние, наложил на себе мешок, мешковину посыпал себе в голову попелом и постиг молился, лежал крыжем у святыни 7 дней и плакал, и рычал. Памятаем про это, когда помер его сын, який був зачатий. Неправильно. Але ты зрозумел, Давид повстал и идет. И неоднократно это будет происходить так само с разными пророками. И с разными королями, які будуть пророки говорити ось, Давид ми недавно читали, так само некілька тижнів, або день тому назад, або тиждень тому назад, так само про пророка, який прийшов до Ізраїля і сказав, ось на це Бог пошле таку бедоту, той надів на себе мешковину, почав постити. І Бог не себе. А тут как Бог говорит про пророка Моса, аж обоякованість. Допустим, обоякованість святкування, обоякованість для знаків, які є, обоякованість для того, що на вас може зайти, ви і так живете своїм життям. А тому я на вас пошлю такий план. Тому ваш радость замінив ляму. Ось настануть дні, каже Пан, коли я спашу на землю голод. Не голод хлеба, не брагу води, а й брагу почуть слово Пана. Розумієте? Це голод хліба, який ми сьогодні відчуваємо, це нічого. Або прага води, яку ми можемо відчувати, або прага за Богом. А коли є прага за Богом, а ти этого Бога не знаходиш, то він не тяжко. А коли є когось не прага за Богом, він не вірить, що вона Бог, то зачем? З різними речами, які з'являються Богом для того чоловіка. А коли їх забрав Бог, ті речі, які з'являються Богом, то чим ти їх виповниш, чим виповниш своє нутро, тут воно сказано. І це правди. І будуть ходити від мора до мора, і блукати від полночі до усходу, шукати свого Пана, і не знайдуть його. І той чоловік тоє, що йому потрібно, що нам всім потрібно, що в чоловічності може жити. Ну, діти, молоді, може, без телефону і інтернету. Забрали теперь інтернет і все. Тупость полнейшая на земле. Ну, я как-то без интернета, без этого. Еще без телефона, что зависит. Чем заняться в свободное время? Там ходил вся житё. Книжек нам отнимаем дома, короче, не сделать читать. Он все весь уполномоченцы в интернете, не читаешь. Вот проблема была маленькая. Я не жалко про нас, старшее поколение, было неполномоченное. Книжки, я сейчас больше шаг привез. Какие, может, еще и не перечитал, может, справді походиться. Было интернет, телебачення, нічого. Але що, чому це время було? Ну нічого. Чоловік без нуля уже сестры. Это такий просто приклад звичайний. Коли забрать я не видел хватать вам Бога. Будет жить человек словом с устном Божьим. Хочется жить? Да повинен человек жить словом с устном Божьим. Аминь. Христос прийшов до тих, хто лічить себе внимание, тих, хто відчуває власну слабость і пришельство Христа, йому дає йому все то, що нас непокоїть. Це святий Костьолка, опекой святого Михаила Архангела, Миромов Змиликує, панує в серце людей, ті просить. Каждый дорога, когда відчували свою відказність за поширення доброї надії у світі, ті просить. Выслухай нас, За Пане. тех, кто шукает уже эти правды, как они не шли на компромисс со своим сумлением, те просят. Выслухай нас, За Пане. молодь, которая сдает экзамены, как она сумленно и добро подрихтовалась, сдает те просят. Выслухай нас, За Пане. нас просит и литургии, как мы умеем пробачать іншим, так и пробачать нам Бог, те просят. Выслухай нас, И Пане. во всех таких интенциях, які ми представляємо доброму Богу для живих Божого благословення, потрібний план скалопіківчих святих. Наверное, неба на Бога, здоров'я душі і тіла, для поміру радості, царічного, це просить. Выслухай нас, Пане. Самотні Божественні наші, досконалості учені, як ми спознавали, сподівалися не на себе, але на Твою допомогу. Бо Твоє владарство, моц і хвала за всі віки вічні. Аминь. Крови вода, что пролилась в
хвалу Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему костелу святому. Боже милосердный, Ojcze Swoją niebiesk, wiecznej любови и добрыни по славам Твоего единородного Сына, дай, как мы поеднаны язык, могли принести Тебе належную охвяту, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с Вами, И с Духом Твоим упору сердце, возносим их до Пана. дякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Naprawdę wolna weta jest sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, как мы zawsze i всюду, как и складали подяку Пане Świętej Ojcze Всемогутный Wieczny Божа раз Христа Пана нашего. Бог услышал на крыже своей бесконечной любови, охвяровал за нас самого себе, з Его правителя Богу пролилась кровь и вода, оттулитя и початок сакраменты Костела, как все люди, притянутые до открытого сердца славы, с радостью черпали страницу избавления, там за нелами Иисусами святыми, мы прославляем Тебя разом с ними, воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна вышиня, благословенный Той, кто приходит во имя Пана. Осанна вышиня. Zapravdu Bože, Ty svätý, krynica всякой святости, тому просим Тебе, освяти эти дары, красоты Духа Твоего, как я не знаю для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, как и добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, bo это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczerze wziął kielich, znał Tobie подяку складаючи, подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте с него все, bo это есть киелих крови моей нового вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита от зеля отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таинница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твое присягание. Wspominający śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, kielich życia i kielich zbawienia. Dziękuję Ci, że uczynił nas wolnymi stajać перед Тобою и служить Тебе покорному Тебе. Как учит нас, скрывающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеян по всем свете, удосконай его любови и радость папам нашим Франтишкам, biskupам нашим Юзефам и усим духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, якие послали надеи на воскрешение, и про всех, кто у нас Твое лежал за рассвету и дозволил уважить свет Бога притча Твоего. Просим Тебя, zmiłujся над всеми нами, как мы заслужили удержать вечным, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Евранником, святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, сестрой Фаустиной, Яном Павлом II, и всеми святыми, якие спрадлеку подавались Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже, Ojcze Всемогутный, в едности Духа Святого,
вся пошана и хвала, разум все веки вечные. Аминь. Молимся до Отца Небесного, как нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od wszelkiego zła, daj łaskawa, uspokój dni nasze, da pomaże nam miłosierdzie Twojej, как мы были zawsze wolne strachu i zachowane do wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Вот Твое благодатство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю Wam, supokój mój daję Wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wielu Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolą, a darujcie go spokojem i jednością, jaki żyjesz i władajesz na wieki wieczne. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. Z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Я тебя вечно себе, храни свету, смилуйся над нами, гаранту Божий. Я тебя вечно себе, храни свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, я тебя вечно себе, ради свету, одари нас упокоем. Ось Баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру явленную. Аминь. Я не рада, как ты вошел на меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Тело Христа. Тело Христа. Тело Христа. Тело Христа. Тело Христа. Благослови нас, Господи, сердце мы Твое славляет. Тело Христа. Хай же Христа, что мы наших сердцах пирогает. За любовь Твою выноси, то есть все, что сегодня мое. Сердце Бога щиро просим, хай же нас не покидает. О, святое сердце Бога, небо нигде спевает. Мать излишит ласка много, люд Тебе Твой прославляет. Не покинь наши
мира просим, не дай дороги сбиться, сердцем вдохновен приносим, ласки Божие примится. Будь любый Иисус с нами, взяй нам сердце пламянями, взяй своей любовью солнце, нам у вечности бесконца. Взяй своей любовью солнце, нам у вечности бесконца. Молимся. Отче ласкавый, приняли сакрамент Твоей любови, покорно Тебя просим, как мы на земле были подобны иго Христа, и стали удельниками Его наихвалы в небе, яки живи владарец на веки вечные. Аминь. Святый Архангел Михаил, Держи нас в змагании, будь нам обороною, супроть спокусы и пасток злого духа. Покорно просим, нехай вознищит Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь века шатана и живых духов, якие нас будут жить во свете. Ой, святейшего Отца, веди нас небесных врат, прибудет всегда здоровья, узлаги нас, дай силу нам, один Троицы, Бог святый, один хвала во все веки. И закончится наш шлях земли, упала царство свое. Аминь. Перша п'ятниця місяця присвячена найсвятішому серцю Ісуса. Сьогодні ми особливим чином хочемо прославити і ушанувати найсвятіше серце, виказуючи свою любов і подяку за всі ласки, які ми отримали і отримуємо. Єзу, даруючи Тебе, ми хочемо прославляти і свящати Твоє найсвятіше серце для хвали Твоєї людської величі. Мы прагнем скрушенным сердцем, полным любовью, перепросить за наши грехи, а так само за кожное учиненное зло на земле, за недбание добра, отступность от любови, порушение Твоих заповедей. Мы ведаем, что сами нездольные это сделать, тому усведомляючи нашу слабость и Тебе поможет. Покорно просим Тебе, наисвятейшая Панна Мария и Мать Милостивления, просим всех святых, а так само наших заступников и ангелов-охотников, как были с нами подчас этой адорации и подтримывали нас своим заступничеством. Пане Иисус, перед всем просим Тебе, спошли Духа Святого, как мы в правде и с покорой могли разважать над Твоей любовью до нас, как мы могли выказать нашу любовь к Тебе, Пане, как усим нашим сердцем могли перепросить Тебе за свои грехи, за грехи наших близких и всех людей.
Сойди и распали наше сердце, как молитва и шла с глубины, и была приемной Наисвятейшему сердцу Иисуса Христа. Прийди, Дух Святый. Боже, уже пророк Исаия признавал и назвал Тебе Богом таемницы, Иисус Христе. И мы клечем перед Тобою, вызнаючи, что Ты Бог живый, хоть скрытую постать хлеба. Коли Ты жил на земле, Твое божество было укрытое под вопреткой человечности, у таемницы ж алтара Ты сховал свою человечность за храмом царь постатях, застаючися оправдавать нам. А люди замест удячности зневажали и ображали Тебе. Кольки ж за гэты час было знішчана і пакарана святынём, разбурана алтароў, закатаваны святароў і вернікаў, колькі разоў быў зневажаны Найсвятейшы сакрамент, а колькі было святарстві святых іншаў і няводных прынятых святых камун, колькі разоў мы і іншыя людзі не захоўвалі Божыя заповедзі. Гэтыя грахі і злачынствы, на жаль, не згубіліся і Цябе. Пане Езу, за все зневаги и образы, нанесенные Твоему сердцу, необходимо перепросить Тебе на божественное милостивление. Тому мы сегодня собрались перед Тобой и хотим перепросить и прославить Тебя с любовью, якая оправдывает милостивить Твое наисвятейшее сердце. Хотим разважать над заповедями, отриманными от Бога, как убачить наше житие в правде, как перепросить за свои грехи, за грехи наших близких и людей. Прагнем умилостивить Твое наисвятейшее сердце за кривды, які оно спознає за наших грехов, за грехов всех тих, кто зневажає и ранит свое божеское сердце, полное добрыни и любови. Пане Иисус Христе, мы, что собранные в этой святыне, хотим поклониться Твоему наисвятейшему сердцу, полному безмежной любви. Усведомляючи свою невдячність і зневажання Твоєї любові, хочу перепросити Тебе за наші грехи. За грехи безвір'я, за знищення віри в серцях дітей і молоді, за погардження заповідями Твоїми у наших особистих громадських житті, за те, що хоч і з'єднані ми з Тобою про святий крест, але не імкнулися, як все більше познати і любити Тебе. Будем отказывать, даруй, Пане, даруй народу Твоему, бо навеки милосердность Твоя. Даруй, Пане, даруй народу Твоему, бо навеки милосердность Твоя. За зневагу святов, за необов'язкову працю в неділі святочні дні, а так само за марнування часу коштом святої мши і негодне приймання святої комунії, за обіяковість в отношеннях до Тебе, Єзу, присутним у найсвятейшем сакраменте. Даруй, Пане, даруй народу Твоему, бо навеки милосердность Твоя. За развитие суженства, выражение суженской верности, за забойство ненародженных детей, за грехи пьянства и аморальности, за кожный денный приклад, який мы дали нашим детям ближним. Даруй, Пане, даруй народу Твоему, бо навеки милосердность Твоя. За марнование часу и сумленность у працы, за всякую недоброзычливость и выяковость до потребу людей, за все, что суперечит Твоей заповеди любови. Даруй, Пане, даруй народу Твоему, бо навеки милосердность Твоя. За недохожностью вызнавать Тебе и отказности, за Твой костел, за то, что стали земные рожденности выжить за Тебе, за выяковость батьков и дорослых, за христианское выхование детей и молоди, за то, что никакая нам отваги сведчить об Тебе завсёды и усюду. Даруй, Пане, даруй народу Твоему, бо навеки милосердность Твоя. Пане, почуй молитвы наши, а просьбы наши, нехай Тебе придут, молимся, сердце Иисуса. Наидорожайшая любовь, узнак нашей вдячности и целенаправленной крылья, нанесенной Тебе праз наши провины, отдаем Тебе наше сердце и обещаем ласки Твоей, больше николи не вражаться, просим, умацуй нас у гэтым постановлении. Кирия Рейсон. Христе Єйсон, Кирія Єйсон, Христе почуй. Христе вислухай нас. Отче з неба Божий.
Zmiłuj się nad nami. Synie Odkupiciel światu Boża, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójca Dzień Boże, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, Syna i Carstwa Wiecznych, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, błogosławieńcie Macie Duchem Świętym stworzone, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, Słowem Bożym i Słowem zjednane, Zmiłuj się nad serca nami. Jezusa, bezmierznej wielczy, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, świętynia Boga, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, Seliwa Najwyższego, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, Doby Bożej i Brama Nieba, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, pamiętniejsze ogniszcza miłości, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, sprawiedliwości i góry skarbnica, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, dobrej miłku i pełnej, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, uciecnotą wywieniania zdolnej, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, wszelakiej chwały i najstojniejsze, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, władary zjednaniem się serca, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, ujakim się skarby mądrości i miłości, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, ujakim się pełna posła, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, upodobania i ca niebieska, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, spełna wielkiego mu się trymali, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, prawa wiecznych wyszczyniał, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, cierpliwa i wielkiej miłosierności, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, szczodre i osiwcze ci bezwiertarca, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, kronice życia i światości, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, miłostiubienie za grzechy nasze, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, napełnione zniewagami, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, złoczyństwami naszymi zmuczone, Zmiłuj się nad serca nami. Jezusa, posłuchmiane aż do śmierci, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, dziwe i prawite, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, krynicą wszelakich naszych cieszenia, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, życiu i woskrzeszenie nasze, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, spokoju i pojednanie nasze, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, żywa jak wiara za grzechy nasze, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, zbawienie tych, kto na Ciebie spodziewają, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, nadzieję tych, kto w Tobie pamiętają, Zmiłuj się nad nami. serca Jezusa, radość Duszy Świętych, Zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Baranku Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boże, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokorny serca, Uczyni serce nasze błogosławionym. Molim się o wszechmogutny wieczny Boże, ględź na serca najmilejszego Syna swojego, na chwałę jak wiarę, kujują Ciebie składając z nas grzech. Zmiłuj się nad tymi, kto prosi Twojej miłosierności i daruj im imienia Syna swojego Jezusa Chrysta, i ki z Tobою żyje i władary na wieki wieczny. O Jezu najmilejszy, Odkupiciel rodu ludzkiego, ględź na tych, kto pokorno schyляется do podnóża Twojego ołtarza. Niech Twoja łaska daje najlepsze słowa. Сьогодні кожен з нас щиро дається найсвятейшему серцу Твоему, как еще больше з'єднатися з Тобою. Многие зовсім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погоржаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу наиласковейший, притворивший до святого серця Своего. Благодаровник нам, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступились от Тебе, але и сынам марнотравным, які Тебе покинули. И не загинули они оставшие голову. Будь благодарен для тих, хто помилково чи праздне згоду отлучився от Тебе, приведи их до пристанку правды и единства веры, как хутко настала одна учарня и один мастер. Надай костел Твой беспечную свободою, дай всем народам спокой и сгоду, учеников на всей земле от края до края один узносился голос. Хвала Божьему сердцу, раз якое пришло для нас волнение, Ему хвала и пошана на веки. Аминь. У Твоїм серці шукаємо порятунку, Єзу, Божий Збавця. Не гляди на грехи наші, Пане святий, але в усіляких злих пригодах вибавляй нас завсюди, Боже ласкавий і льстивий, о Єзу. О Єзу, о добрий Єзу, милосердний наш Збавця, Божий посредник, один наш оборонця. У Твоїм серці маю ласку обмить нас от Твоей, да обмыть нас
Dla Twojego serca mają łaskę urytulić nas. W Twoim sercu mają łaskę zachować nas na wieki. Miłosierny nasz Zbawca, boski pośrednik, u Tobie один наш Панина. Таємницю сакрамента, воспаляй наш чиря всіх, просить Отца Роєра, Божонових заваги, що нам розуміє тумачить, свято віри принасе, Богу вічна мудройці, правословенний Пана, і Отцу і Сину разом, Отцу вічна нам життя, Духу, що і походить, Отцу вічна святого. Молимся. Боже, Ty w Najświętniejszym sakramencie podwinął nam sławieństwa i muki. Prosimy Ciebie, dopomoże nam tak uszanować świętej tajemnicy Twojego ciała i krwi, jak my zawsiody odczuwali w sobie plon Twojego odkupienia, jak Ty żyjesz i władary z Bogiem Ojcą jedności Ducha Świętego, Bóg praw się wieki wieczny ja. Zawsiody, Pan